под стражей. Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья. Юлия Вотинцева знает все детали. Да, Сергей, и цифра оказалась шестизначной. В нашем выпуске все расскажем. Мы начинаем прямо сейчас. Сотни стран, тысячи дорог, миллионы людей. Мы пройдем маршруты, которых нет ни на одной карте. И покажем вам, что скрывают потаенные уголки планеты. Смотрите, куда могут завести любопытство и жажда приключений. Невероятно интересные истории со всего света. По будням в 14:00 на РЕН-ТВ. Программа «День с толком», в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. 6 школ края закрыты на карантин, 17 тысяч жителей болеют ОРВИ. Что рекомендуют врачи и когда придет грипп? Инвалиды-спортсмены уже сами ищут новое место для тренажерного зала и неделями ждут ответа от ведомств. Вернется ли спорт в их жизнь? Барнаульские студенты сшили для участников СВО 3000 балаклав, а скоро приступят к дождевикам. Но вначале правительство Алтайского края скоро в полном составе отправится в отставку. Это стандартная процедура после официального вступления в должность главы региона. До формирования нового Кабмина члены правительства будут работать как временно исполняющие обязанности. Напомним, инаугурация губернатора Виктора Томенко пройдет 18 сентября. Лишь после этого начнется формирование нового правительства. Политолог Константин Лукин считает, что оно вряд ли обновится больше, чем на 20%. Возможно, кто-то перейдет на ранг выше. Под ротацию, по его мнению, могут попасть министры с наиболее слабыми позициями. Это Максим Рябцев, министр спорта, а также Иван Гилев, который возглавляет Министерство строительства и ЖКХ края. Продолжим. 6 алтайских школ полностью закрыли из-за количества заболевших. На карантин отправили 328 классов в 49 образовательных учреждениях. Такие цифры привел Роспотребнадзор. В ведомстве отмечают, что начало учебного года традиционно сопровождается эпидподъемом по